На территории Якутии продолжается завоз топливно-энергетических ресурсов в районы республики. Сколько уже завезено и сколько планируется, а также чем занимаются в летнее время коммунальщики, в материале нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Летний сезон – жаркая пора для якутских коммунальщиков. Они занимаются не только завозом топливно-энергетических ресурсов, но и успевают проводить ремонтные работы, поскольку в зимнее время это гораздо сложнее. В рамках подготовки 2021 и 2022 мы создали рабочую комиссию. Специальным приказом у нас разработаны 46 мероприятий. У нас общая ремонтная программа рассчитывается порядка 760 миллионов рублей. Внутри этой программы у нас предусмотрен ремонт линии электропередач в объеме 116 километров, более 4 километров тепловых сетей, 116 единиц будет отремонтировано дизель-генераторов. Эти работы сегодня ведутся в 22 улусах. В этом году уже отремонтированы порядка 40 километров воздушных линий из плановых 106. Также, по словам специалистов Сахаэнерго, сейчас особенное внимание уделяется работам на линиях электропередачи, там, где идет борьба с лесными пожарами. На особом контроле два района – Момский и Хангаласский. Тем временем специалисты регионального министерства ЖКХ и энергетики активно ведут работу по завозу топливно-энергетических ресурсов. Сегодня ими для нужд района уже завезено порядка 166 тысяч тонн топлива из запланированных 514 тысяч. Все идет в плановом режиме. В первый тур навигации были проблемы в связи с маловодностью реки Вилюй. Но благодаря слаженной работе наших заказчиков и ЛОРПа все было завезено в сроки. Так, первый тур навигации поставки дизельного топлива выполнен на 100%. Таким образом, обеспечены дизелем в полном объеме электростанции Алданского, Алекминского, Кобейского и Жиганского улусов. В настоящее время идет работа по подготовке второго тура навигационной кампании. Для нужд депутатской ТЭЦ запланирован завоз более 18 тысяч тонн каменного угля. Арктическая навигация начнется в конце этого месяца по рекам Яна и Индигирка. Завершить ее планируют в октябре. Дмитрий Тымыров, Джоустан Иннокентьев, Якутск.